едем в Нюрнберг, а потом решили ехать в Эрланген. Мы приехали в Нюрнберг, и вот ждем теперь поезд. Он на Фахайм идет, и Эрланген одна из остановок. Приехали в Эрланген. Сейчас вот вышли из поезда и спускаемся в подземный переход. Так в Эрлангене выглядит вокзал. Тут всегда продают вот такие бутерброды в этом, и булочки всякие. А вот здесь книжный магазин. Вова. А где Вова? Ладно, он не даст нам сходить пока в книжный. Сами потом. Там книжный магазин на вокзале. Там книжный магазин. Лучше в Таллин. Ну, в Таллин тоже сходим, да. Вот мы вышли. Красота, лето. И это город велосипедов. Так, какой план сейчас? Пойдем в кафе. Мы зашли в Еврошоп. Не знаю зачем. Ну, вернее, не знаю зачем. Но это же вообще... Что это разбили? Там что продают тимьян для пиццы. Вот. Всякие. Короче, мелкие вещи. Так, где у нас то, что нам нужно? Где? Сейчас найдем. Идем дальше. Идем дальше. Тут такое. Я всем интересуюсь. Обожаю Эрланген. Башня. Представляете, ехать 2 часа, чтобы позавтракать. Шутка. На самом деле мы, естественно, гулять приехали. Рассматривать все. Люблю Эрланген. Много раз сюда ездили. Вот. Вот мы, значит, тут всего взяли. Тут вот кофе. Вот это вот вегетарианская штука. Это тоже вегетарианская штука. Это с шницелем. Мясо. Еще мороженое Максим взял. Вот это красивое кафе. Называется Бергдорф. Мы всегда здесь сидим. И очень так красиво все выглядит. Вот идем дальше гулять. Сейчас зайдем, наверное, в магазин Талия. Какая-то стройка, фонтан. Что-то переделывают, наверное. Огородили. А, плитку делают. Видите? Плитку перекладывают фонтан. Мы идем дальше. Конечно же, я хочу купить что-нибудь. Например, карты Таро. Но не знаю, насколько удастся. Потому что их редко вот новые привозят. Которые привозят, я сразу же покупаю. А еще кучу заказываю в интернете. Зайдем в Талию? Идем и поднимаемся. Красота здесь, да? Прям прелесть. Такие всякие цветные штучки, полочки. Мне вообще нравится такая выкладка товаром, когда вот такие стойки стоят. Прям так хорошо товар видно. Можно подойти, посмотреть все. Видите, вот классно вот это. Тут вот манго, видите, фэнтези. А нам, наверное, выше, да, ведь, Вов? Нам выше. Максим, ты здесь останешься, да? Фигурки будешь смотреть, наверное. Мне нравятся диваны здесь. Вообще прелесть. Вообще я очень люблю Эрланген.
Надо было сюда селиться. Когда приехали, надо было в Эрланген поселиться. Ну, у нас особо выбора-то не было, конечно. Мы могли поселиться только туда, куда мы поселились. Потому что там живет вся наша семья. Родители, брат. Так. Варежки продают, прихватки. Ух ты, это что такое? Вов, что это такое? Гриль? Какашки. Это какашки. Здесь, помнишь, вот эту книгу презентовали? Смотрите, это форма какашек. В Да, Нюрнберге. вот этот автор, мы его видели в Нюрнберге, в Таллии. Он сам лично представлял свою книгу про барбекю. Кто-то из них. Да. Ну, вот один из этих людей. Сейчас скажу. А вот этот, наверное, был, да? Или вот этот? Вот, Кто-то из них может быть, с микрофоном кто-то стоял. из них, да. Ну, по-моему, Рассказывал, может по-моему, быть, худой двое. вот этот. Двое было? Похоже на Ну, вот этот. этот худой. Да. Помню, что был не сильно в теле, товарищ. Так, а что, где у нас эзотерик, что вон там? Эзотерик. Эзотерик. Тут видите, что? Такие прикольные банки вообще. А тут, видите, лопаточки, ложки. Замешивать вообще классно. Чашки. Ну, это дорого, я вам скажу честно. У меня там есть места, где подешевле. Это авоська, видите, в виде рюкзака авоська. Бак-пак. Бак. Так, эзотерики. Что тут есть сегодня? Натур ритуале. Так. Baum Gefäden. Так, что тут у нас? Что? Ага. Этот Winter. Это весенний Frühlings. Так, а это что? Рунин магия. Деревянные руны, наверное, да? Наверное. Так. Вот этот у меня есть, это есть. А это что? А, Кинкранс есть. Это дико неизвестное Таро. Мистик Палет тоже все есть. Таро ведьм есть. Нет, сегодня мне не повезло. Сегодня не хватает для меня новой колоды здесь. Нет в наличии. Нет ничего нового. Все только то же, что и обычно. То, что у меня уже есть. Эх, ну ничего страшного. Мы же еще везде пойдем в разные места. Тут есть такая стойка. Я уже показывала, но сейчас ближе. Всякие, видите, штучки. Для ритуалов, там, для того, чтобы просто тебе... Ты кто, товарищ, на клещаток похож, да? Вот этот. На клещаток чуть-чуть похож, да? Это не клещ. Вот эти окуривающие палочки. Блин, арома палочки там, да? Вот эти вот всякие, видите? И вот эти мне нравятся. Это как смесь благовоний. Ее на такую вот штучку или вот такую высыпаешь, поджигаешь, типа и она воняет. Воняет. Вкусно воняет. Эти всякие. 6 евро стоит такое. Такие палочки, но они фигня вообще. Вот самые лучшие
палочки всякие на Акчампа. Это самые лучшие палочки. То, чтобы курить в помещении. Ставить приятный аромат индийский. Это тоже жгут, видите, в такой кадильнице. Это вот, знаете, пучок, дымящийся пучок, короче. Это шалфей. От духов, от злых отжигаете и все в помещениях ходите, чистите. Дорого стоит вот это. 20 евро, видите? Она везде, в каждой стране дорого стоит. Маленький словарик. Маленький словарик, да. Маленький словарик. 15 евро, это маленький словарик. Если вы листали уже 500 раз, а новенького там не было? Есть новенький. Хоть на интернетике бы заказали маленький-то словарик. Хочешь купить? Хочешь купить? Возьми новенький, пожалуйста. Подожди, это я этот тоже. что? Это разговорник. 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 Разговорник 8,95 и 5,500. Слов. Я цену смотрю. А есть еще. Так, и этот уже стоит, держит. Ну вот, надо новенький брать, потому что тот тоже совсем что-то. Ну, хотя они все какие-то жидкие, да? Смотри вот сюда. Видишь? Жидкие. Ну, смотри там. А, это похоже, этот же, короче, только на него вот эту пластиковую, да, надели? Нет, другой совсем. Ну, ладно, какой тебе Это больше нравится? путешествие, а мне вот больше вот такой Хорошо. больше. Вот я и купила себе карты тогда. Сейчас я всем все куплю. Вот мне карты. Покажи. Одна, значит, запечатанная. Как этот аниме называется? Это манга называется. 1000 человек, бензопила. А, это часть дальше человека бензопилы, да? Да. Ага. А это? Как Это это и есть One One Piece? Подожди. Я вообще подумала, что One Piece это и есть человек бензопила. Зачем ты меня так вводишь в заблуждение? Нет. Человек бензопила переводится Chainsaw Man. Ты не хочешь на камеру разговаривать, да? Боишься. Боишься, значит, уважаешь. Вот хочешь белый халат, тебе куплю, и будет тебе счастье. Зачем здесь висят белые халаты? Боже, это для медицинских, наверное, этих практикантов каких-нибудь. На. Ой. Ой, какие мини-пусечки. Смотрите, по шведскому языку. Мини-пини. А там, кстати, русиш тоже такой был. А байриш, это еще баварский? Баварский диалект. Ой, знали бы вы. Какая-то сложная штука. А есть еще берлинериш. Короче, у немецкого языка есть очень много диалектов, да. И это ужасно. Потому что выучишь ты немецкий язык, но это еще не все. Это совсем не все. Потому что потом тебе будет сюрприз. Ты никого не понимаешь. Да. Приехал в определенную землю, и ни одного человека не поймешь. Как у нас было на барахолке магазин вот этот подержанных вещей. Мы конверты искали, спрашиваем, по-немецки спрашиваю, они отвечают. Они меня не понимают, я не понимаю их. Именно на баварском отвечают. Да? Потому что у них свой диалект, да. Вот эти блокноты, это просто шедевр. Только посмотрите на все это. Только посмотрите. Боже мой. Сколько стоит такой блокнот? Это ежедневник на 24-й год. Сколько он стоит? 25 евро. 24,95. Видите? Боже. Видите, какие красивые. Прям, знаете, у них такие прям блесточки. Все такое выпуклое. Вот это. Ой, красота. Прям какая. Боже. Такой стоит 23,95. Есть еще вот такие с райскими птицами и бабочками. Такой стоит 23,95. Очень красивый. Очень прям вот я не знаю.
такой стоит. Ага, не нашла цену. Не вижу, где написано. Шикарно. И вот это вот с ирисами, смотрите. Ой, ирисы такие выпуклые. Ну, супер, конечно. Вот такие еще есть. Вау. 110. Это 18,95 стоит. 16,95. Вот так вот. Интересно. Тут вот обязательно в каждом магазине в Германии продают очки. Но только для пожилых на плюс. Вот. Максим видел краба. А я тогда рака еще фотографировала такого. Есть раки, есть крабы. А вот это отдел черных кошек. Все про черных кошек. То есть тут есть пенал, значит, с хвостиком, черная кошка. А это кто? Что, какую функцию ты выполняешь? Просто игрушка, что ли? В общем, вот такая. Кто знает, пишите, что это означает. Тут, значит, видите, гирлянда. Черные кошки. Это я. Шапочка. Шапочка для бассейна, наверное, да? Черная кошка. Нет, это на сиденье. А, это на сиденье велосипеда, я дура. Тоже на сиденье велосипеда. А это что? Тоже не знаю функцию, если честно. Это звонок на велосипед. Вот. Там, значит, ручка рыба. Это шедевр, конечно. Копилка, черная кошка. Это что? Скотч с черными кошками. Скотч вообще шедевр тоже. А вот это формочки для льда с лапками и кошками. Формочки? Так, 8,95. Не дороже твоего словаря. Такая пилинка. Ну, давай книги тогда эти оставим. Собака. Максима сразу же. Тут, видите, такие там буковки. А вот это я хочу давно-давно. Но мне нужно 3 штуки на позиции. А каждая из них стоит 6 евро. Понимаете? 6 евро. Пузатенькие эти штучки. Но я бы очень хотела. Такие. Они разные есть. Я уже показывала много раз. Шикарно. Вот, а тут же в баночках. Ой. Можно пожелания делать, записки. Там пожеланий нет, они пустые. Просто покупаешь, там типа пишешь и делаешь там на день рождения. Или там на свадьбе. Ручка, видите, какая прикольная. Это что? Глазик. Ручка от сглаза. Вот у нее сразу функция, она, чтобы вас не сглазили. Понимаете? В школе сидишь, чтобы не сглазили, ручку покупай и все. Да. И вот тут что? Типа колба с травами, такая банка ведьминская. Вот. Это из натурального камня. Всякие черепахи, всякие эти. Видите? Вот такие штуки. Сколько такие стоят? 7 евро. Вот. Видишь? Вов. Что тут только нет же. И еще вот такие есть. Всякие. Ну, тут слоны и черепахи. Вот прям нарисованы. Только слоны и черепахи здесь. Вот что такое. Какие-то блестящие штуковины. Боже мой. О, на всю денег точно на этом в этом мире не хватит. Какая прелесть. Боже, а вот это вот для ароматических палочек, типа рука такая. Еще мешочки какие-то, да, наверное. Под карты можно, кстати, использовать. Ну, короче, супер. Супер. Видите? Это ж надо. Это ж надо. Ой, ну все. Все, меня сейчас убьют. Прямо здесь сейчас за все это. Вот моя вся в саже. Помните, был такой советский набор. Графины в виде рыбы и рюмки в виде маленьких рыбок. Вот сейчас я вижу что-то подобное. Явно.
Сейчас, Вова, подожди. Ладно, нам еще посетить надо несколько торговых центров, поэтому ля-ля-ля. Пришли в магазин Ультракомикс. Смотрите, какой мопс. Такой смешной. Вот мы за такими фигурками-то и охотимся, ходим туда. Всякие такие магазины. Ксюша все. Тут видите, какаши. Я некоторых героев знаю, но во всех, конечно, без бутылки не разберешься. Если честно-то. Без бутылки не разберешься. Тут, видите, столько манги. А уже мы. Целая гора. Мы уже купили 2 штуки. Дорого. Что тебе понравилось? Что там то? Скажи. О, боже мой. Чуня. 15 евро. За что? Зачем тебе это надо? Ты хочешь ее купить реально? За 30 евро? Нет. Плынный. Кружечки. Так, идем дальше. Смотрите, картинка какая красивая. Тут и кафе, и велосипеды эти, известные всем. Вот. Куча разной еды. Мы идем в торговый центр. Огромный торговый центр. Вов, а если идти пешком на барахолку, сколько будем идти? Далеко. Далеко, да? Ты же помнишь, сколько остановок было? Нам нас это... Подожди, каких остановок мы на машине ездили? Нет, С папой, с я мамой. просто говорю, насколько протяженный город. Вот по городу было 3 остановки поезда. А, поезда. Ну там барахолка обалденная, конечно. Обалденная прям. Ничего не скажешь. Нарушаем. Мы нарушители общественного порядка. Мне так нравятся вот такие лавочки под деревьями, я прям обожаю их. Когда сидишь и в тенечке остываешь от жары. Вот, Ланген, аркады. Вот, пришли. Всякие. Мне так нравятся тут лаунж-зоны. Вот эти. Вообще обалденно. Как в Нью-Йорке. Наполнен летними вещами, как всегда. Здесь, да, торговый центр, конечно, с кондиционером. Это же крупный торговый центр. Крупных, кстати, в нашем городе, в торговом центре, нету кондиционера, хотя он огромный. А здесь крупный торговый центр, все-таки Эрланген это почти Нюрнберг. И да, тут есть кондиционеры, хорошо работают, все. Это без всяких проблем, конечно. И мне этим нравится вот это дело. Сейчас мы туда вниз пойдем. Ой, идем вниз. Спустимся. Смотрите, какие украшения. Там обалдеть, конечно. Так люблю всякие такие веселя интересные вообще. Шляпки. Вот Макдональдс. Пара-па-па-па. Нордси.
Нордзей это рыбный ресторан, ну, кафе. Ой, там можно так хорошо креветок пожрать. Кто ест мясо, Максим вот сколько раз там кушал. Максим, помахай ручкой. Вот тут вот дальше мы уже на первом этаже. Тоже для детей сделан. Тут Дейшман. Он нифига не Дейшман, я вам скажу. Тут он тоже продает всякие вещи. Называется пера или перо. Пера. ДМ будем заходить. ДМ? ДМ. А зачем нам туда? Что-то надо нам? Мне этот лавандер, оэль нужно. Ну это можно и у нас было. Пошли, найдем этот магазин GameStop. Где, интересно, он? Ну, Он закрылся, наверное. Нет, он работает, ты чё? Мы просто не в ту сторону пошли. Он не закрыл. Нет. Он не закрылся. Ну как так-то? Если мы просто не в ту сторону пошли. Здесь был, и там уже обувной магазин сделали. Он не закрывался. Мы вот были на днях в Ирлангене, и он работал. Нет. Да не может быть, Вов. Я пройду. Это был закрыт. Вы тогда идите, а я пройду в обратную сторону. В общем, мы решили пойти на 3-й этаж, потому что я прошла снова весь 1-й этаж, ничего там не оказалось. Странно, неужели закрылся магазин? Совсем мы его на днях видели. Ну, закрылся и закрылся, это не страшно. Сейчас пойдем на 3-й этаж. О, там талия есть. Хи-хи-хи. Я сейчас посмотрю, а вдруг я там карты найду. Смотрите, какие блестящие босоножки. Это что? Сколько такие стоят? Интересно. Прям блестят. 70 евро. Всего лишь. Так, мы на 3-м этаже. Тут я вижу талию. Сразу такая, талия еще одна. А так надо, конечно, поискать. Может быть, здесь есть GameStop. Магазин. Хороший такой магазин. Чего, не разорили, что ли? Может быть. Так, ну зайдем в талию здесь. Тоже будет интересно, я думаю. Талия. Я знаю, где тут эзотерик. Там должен быть, нет? Да, нет, да. Сейчас посмотрим. Ой, смотрите, ну как же тут красиво. Как же тут красиво. Вообще прям так. Можно сидеть читать. Эзотерик. Love is love. Так, а ну значит где-то там. Эзотерик. Фэнтези, манго. О, манго тоже здесь есть. Прикольно. Максим уже здесь, все. Так, Максим, ты где-то проходил эзотерик? Эзотерик. Смотрите, какие книги. Это прикольные книги. Классные. Эзотерик. Эзотерик. О, эзотерик. Нашла. Все те же товары рядом. Ой, тут что перепутано, что-то. Так, смотрим. Ну, тут совсем маленький отдел. Все разворочено, я вам скажу, товарищи, вообще. Никто здесь ничего, видимо, не прибирает. Тут завернули, чтобы никто не лез. Видимо, кто-то распечатал. Ну и выбора как бы особо-то я не вижу здесь. Все то же самое. Хи-хи-хи. Ну ладно. Не нашла. Ничего страшного. Я в принципе знала, это же талия. Если есть поступление, я его сразу вижу. Если нет, оно потом долго, кстати. Вот если недавно купила. Я здесь недавно покупала колоду. И еще недавно купила здесь оригинал Дикого неизвестного Таро, то надо подождать как минимум там 2-3 недели, месяц, чтобы следующее появилось. Вот поэтому вот так тут все. С дивана, боже мой. Я сяду. О, какой кайф. Поищу техническую литературу. Мы зашли в Мюллер.
естественно, мы идем в игрушки. Эти фанкопопы, фигурки. Все огоньками, цветами. Бежим, скорее бежим, хотим на вокзал успеть. Миньоны. Привет, миньон. Вот они, фанкопопы все. Вот у нас вот примерно дома так же. Такая же стена стоит этих фанкопоп. Всякие. Всякие. Вот тут Минато Намикадзе. Это кто? Это вот у нас есть. Видели, да, у нас такое? Есть, да. Тут Star Wars. Арк, Умбра, Трупер. Не знаю, кто это такой. Ну, круто выглядит. Вот My Hero Academia. Цири из Ведьмака. Ой, я смотрела 5 серий первых Ведьмака. Потрясающе. Ух ты! Император Палпатин. Красивый какой. И чё? Это чё? Нет, это Сантан. Такие всякие. В общем, купили мы Итадори Юджи. Так вот. Такую фигурку. Потом покажу в поезде. Ох, у меня сумка закрыта. Ой, красиво сегодня, тепло, приятно. Какой хороший день. Вообще, смотрите, как солнцем все залито, прелесть. Вот мы уже пересели на наш поезд. И вот такого мы мальчика купили. Его зовут Юджи Итадори. Вот. Такой прикольный.